Гой еси, добрые молодцы, да красные девицы, с вами Вести Русь ТВ, и мы знаем, что вам не терпится лицезреть вести дня вчерашнего. Не будем вас долго томить. Мы только что прошли путь силы, но давайте обо всем по порядку. Второй день фестиваля не зря называется «Время побеждать». Ведь подготовленные испытания этого дня дали участникам возможность показать силу воли к победе. После завтрака, зарядившись энергией сытных блюд, команды выдвинули по 3 человека, чтобы принять участие в военно-тактическом соревновании «Путь силы», организованный совместно со специальным отрядом быстрого реагирования. В этом году не только парни приняли участие в столь суровом пути, но и девушки решили опробовать свои силы. Мне это было очень интересно, было в новизну, поэтому я под большим впечатлением. Ребята очень выносливые, очень сильные морально. Это в первую очередь сложно морально. Они молодцы, они справились, причем девочки не уступали мальчикам. Это тоже очень радует, что у нас есть такие девочки. К полудню всех гостей Руси Заповедной ожидал фестиваль каши, где можно было попробовать самые разнообразные вкусы этого исконно русского блюда. Отдохнув, ребята встретились с писателем Захаром Прилепиным, который представил сборник стихов «Я – израненная земля». Завершение вечера также удивило участников. Промежуточные итоги подвели на Университетской площади. Вы только посмотрите, какая красота! Ну что, увидели себя в наших летописях? А мы еще и экономические вести вам поведаем. Второй день фестиваля был особо богат на ценные сделки. Максимальную прибыль обеспечили военно-тактические соревнования «Путь силы». И некоторые брокеры, воспользовавшись моментом, обеспечили себе лидирующие позиции. Резюмируя сегодняшние торги, первое место занимает команда «Сердцем молота». Их индекс равен 70 монетам. За ними следуют удальцы с позицией в 63 монеты, а замыкают тройку лидеров русичи. Их результат – 53 монеты. Но не стоит отчаиваться командам, не набравшим максимальных баллов. Впереди еще целых 2 дня для реванша. Ну а я передаю слово своему коллеге-метеорологу Ярославу Дригозе-Мудрому. Ярило продолжит радовать мужей и девиц. Отворив поутру очи, вы узрите лучи солнечные, несущие 19 градусов Цельсия в заморских. Когда Ярило зенит преодолеет, могут набежать тучи окаянные. Но это не точно. К вечеру число туч может увеличиться. В этом случае похолодает. Однако скорость ветра снизится и изменит свое направление. Но теплые вещи все же возьмите. А для вас работали вестники.